Добрый день, Евгения Мирославовна. Добрый. Ага, у нас запись ведется, да, родители просят, Да, чтобы запись есть. запись поставить в YouTube-канал и ссылку потом им отправить, потому что многие не могут присутствовать в связи с тем, что они работают. Хорошо. Запись ведется, обязательно мы выставим в соцсетях Хорошо, или спасибо. в YouTube. Хорошо. Мгм. Добрый день всем еще раз. Мы через минуту начнем
нашу презентацию. Всех рада приветствовать. И немножко хотела бы тут по технической части, у нас возникли чуть-чуть проблемы. У меня к вам просьба. У нас, оказывается, от фонда Харисхал расширение по Zoom что-то произошло, и у нас 40 минут, но попрошу вас после того, как отключится, заново подключиться, если вам не будет трудно. И вся запись у нас сохранится, нашей презентации, и родители, которые не смогут присутствовать на презентации, смогут увидеть его потом позже. Хорошо? Дорогие коллеги, давайте, у нас время уже начинается. Давайте начнем. У нас родители потихоньку подключаются, и некоммерческие организации, родители тоже подключаются. Мы сегодня вас приветствуем на презентации проекта Фонда социального страхования, проект СоцСПИН детям с инвалидностью и мобильного приложения «Социальный навигатор». И сегодня специалисты Фонда социального страхования вам расскажут об этих приложениях и о том, какие предложения могут быть от вас, как от пользователей данных проектов. И хочу передать слово Марине Евгеньевне. Приветственное слово. Я всех приветствую. Доброго дня всем, уважаемые участники сегодняшнего совещания. Рада приветствовать и хотим чтобы больше участников сегодня присоединилось к нашей видеоконференц-связи, поскольку мы сегодня, что называется, презентуем социальный навигатор. Он уже работает у нас, и мы сегодня сделаем экскурс в это приложение мобильное для того, чтобы уже им активно пользоваться. Ну, вначале мы расскажем о ходе работы, как у нас идет реализация социального ПИНа. Слово предоставляется Наталье Степановне Протопоповой, начальнику отдела социальных программ. И по социальному навигатору дальше уже будет рассказывать начальник отдела информатизации Ноева Роксана Тимофеевна. Уважаемые коллеги регионального отделения, прошу очень сжато, да, поскольку время, чтобы уже готовыми быть, оставить время на вопросы-ответы. Договорились так. Тогда приступим, да, коллеги? Пожалуйста, Наталья Степановна, презентацию. Добрый день. Открываю презентацию по социальному персональному навигатору. Социальный персональный информационный навигатор для детей. Наталья Степановна, погромче чуть-чуть, очень плохо слышно. Социальный персональный информационный навигатор для детей. Далее СоцСПИН. Целью данного проекта заключается... Презентации не видно. Можете еще раз запустить? Так, секунду.
Так. Видно? Да. Видно. Видно, да? Мгм, хорошо. Целью проекта заключается повышение уровня информированности родителей, законных представителей детей о праве на получение услуг по обеспечению, замене технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Задачами данного проекта по социальному персональному навигатору является повышение качества оказываемых услуг по обеспечению, замене технических средств реабилитации детей-инвалидов, повышение уровня доверия к деятельности фондов в части обеспечения детей-инвалидов и индивидуальный подход к семьям с детьми-инвалидами. Наше региональное отделение по Республике Саха-Якутия участвует в данном проекте с 2017 года. Согласно приказа Фонда социального страхования Российской Федерации, социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов. Этапами мероприятий по реализации проекта обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации является формирование списка детей из общего списка инвалидов, определение территории проживания детей, формирование потребностей по обеспечению техническими средствами реабилитации. На втором этапе разработка и направление социальных персональных информационных навигаторов куратором регионального отделения, проведение закупочных процедур и заключение государственных контрактов по обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, и порядок обеспечения данными средствами по взаимодействию с поставщиками. И третьим этапом у нас исполнение персонального информационного навигатора. По категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи по состоянию на 1 января 2021 года, у нас на учете состоят дети с инвалидностью 6562 ребенка. Из всего общей численности граждан, имеющих право, примерно 10%. Данные по количеству детей за 2019 и 2020 годы. В 2020 году у нас по регистру пенсионного фонда состоит 6562 ребенка. Из них детей с разработанной индивидуальной программой реабилитации 1562 ребенка. И 904 ребенка это подавшие заявление на обеспечение и компенсацию согласно индивидуальным программам реабилитации и абилитации. Полномочиями регионального отделения являются работа с родителями по приему документов и уточнению индивидуальных характеристик технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, взаимодействие с родителями по вопросу способа информирования о доставке, работа с поставщиками по определению даты и способа доставки до ребенка и контроль своевременной доставки поставщиком ребенку в соответствии с персональным информационным навигатором. Взаимодействие отдела социальных программ по вопросам обеспечения является в первую очередь родители, законные представители, где у нас оказывается помощь в сопровождении детей, по обеспечению постоянной консультационной и практической помощи, по информированию о порядке обеспечения технических средств реабилитации и направления персональных навигаторов и информации об исполнении мероприятий, и также мониторинг качества услуг. Также мы взаимодействуем с учебными учреждениями, с бюро медико-социальной экспертизы по вопросу освидетельствования детей-инвалидов, установлении нуждаемости в технических средствах реабилитации в целях ведения аналитического учета и исполнения государственных контрактов. Взаимодействуем с поставщиками по вопросам надлежащего исполнения государственных контрактов в целях своевременного обеспечения детей, по определению даты и способа доставки в целях ведения учета исполнения государственных контрактов. Также мы тесно взаимодействуем с общественными организациями, с уполномоченным по правам ребенка,
чтобы осуществить равные права и возможности с другими гражданами Российской Федерации в защите общих прав и интересов и содействие интеграции в современное общество, также разъяснительная деятельность. В 2019 году разработан и подписан план мероприятий по реализации соглашения с уполномоченным по правам ребенка по Республике Саха-Якутия, где мы проводим работу по организации и проведению совместных конференций, круглых столов, личного приема граждан и рассмотрения обращений родителей, законных представителей ребенка, поступающих в региональное отделение. При направлении социально-информационных навигаторов у нас существует 5 способов информирования представителей детей с инвалидностью. Это у нас СМС-сообщения, телефон, заказные письма через портал государственных услуг и по электронной почте. Каждому ребенку по Республике Саха-Якутия, которые встали на учет в региональное отделение по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, мы выписываем персональный план обеспечения технических средств реабилитации, где указаны данные ребенка и данные ответственного специалиста по работе с детьми. В данном плане у нас указывается, например, вид технического средства реабилитации, количество рекомендуемых средств и период последнего обеспечения данного технического средства реабилитации. И также рекомендуемая дата подачи заявления и сроков следующего обеспечения согласно приказу по срокам обеспечения. Здесь мы видим по мониторингу исполнения персональных информационных навигаторов, что у нас в 2020 году увеличилось количество обеспеченных на 100%, 617 детей по сравнению с 2019 годом, более 80% это 153 ребенка и менее 50% 134 ребенка. С каждым годом мы стараемся в отделе соцпрограмм увеличить количество обеспеченных до 100%. По использованию средств федерального бюджета, которые выделяются ежегодно на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, мы видим, что на обеспечение детей выделяется и контрактуется, и по компенсации у нас такие суммы, то есть 37 миллионов 747 тысяч в 2020 году и 41 миллион 225 тысяч в 2019 году. Почему у нас снизилось уменьшение суммы по обеспечению и компенсации? Связано с тем, что в 2020 году у нас были проведены торги поставщиками в открытых конкурсах и аукционах электронных, где цены на стоимость одного вида изделия снижалось, но количество по обеспечению именно изделий у нас увеличилось в 2020 году по сравнению с 2019. По исполнению заявок за 2019-2020 годы по обеспечению детей техническими средствами видно, что в 2020 году у нас обеспечение идет максимально выше, чем в 2019 году, так как неисполненные заявки 2019 года переходят на обеспечение в 2020 год. И в итоге скажу, что результатами данного проекта по социально-персональному информационному навигатору является повышение уровня информированности законных представителей детей о праве на получение услуг по обеспечению замене технических средств реабилитации, организация индивидуальной работы с семьями, с детьми
для улучшения качества оказываемых услуг по обеспечению, максимальное обеспечение детей по заявкам на обеспечение технических средств реабилитации, также снижение количества обращений и жалоб по факту оказания услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Благодарю за внимание. Если есть... Спасибо, коллеги. Да. Если есть вопросы, мы готовы сейчас обсудить. Вот в чате есть вопросы, но он, скорее всего, касается социального навигатора. Когда мы перейдем уже к обсуждению и презентации по социальному навигатору, я и вопросы эти озвучу. Юлия Игнатьевна написала, и есть вопросы по навигатору. По социальному персональному информационному навигатору. У меня вот вопрос, Марина Егоровна, Евгеньевна. По социальному вот ПИН, есть ли у нас такие родители, которые его используют? Давайте спросим Анну Игоревну, поскольку у нас специалист занимается непосредственно разработкой персонального навигатора. То есть, смотрите, чем отличается социальный навигатор? Это мобильное приложение, да? Немножко сейчас, наверное, какая-то путаница происходит у участников конференции. Да. Вот социальный навигатор – это мобильное приложение. Мы сейчас делаем презентацию. А социальный персональный информационный навигатор – это пока представляет собой бумажный вариант. В электронном виде его нет пока. И вот этот бумажный вариант социального ПИНа там прописывается и разрабатывается на основании и формируется у нас в подсистеме на основании поданных заявлений на обеспечение тех средств реабилитации, которые прописаны в ИПРА. Есть, смотрите, нюанс. Когда мы показывали количество ИПРА, количество детишек с ИПРА, но там в ИПРА не во всех ИПРА вписывается обеспечение ТСР. Поэтому где-то около 1000 детей ежегодно с разработанной ИПРА и у которых вписаны технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия для обеспечения. Как только к нам поступает ИПРА, мы сразу начинаем отрабатывать его. Юлия, Анна Игоревна, пожалуйста, расскажите, вот все ли, да, вопрос у Юлии Игнатьевны был, все ли мамы, да, знают о том, как работать с социальным персональным информационным навигатором, используют ли его, есть ли у нас активные и пассивные родители? Здравствуйте. Здравствуйте. Информационные письма направляются всем законным представителям. В нем указаны технические средства, которые подлежат замене в текущем году. Ну, с некоторыми я мамами разговаривала, многим это удобно, они довольны. Ну, у кого есть вопросы, конечно, в самом письме я оставляю свой номер телефона для связи и всегда готова проконсультировать. Еще какие-то вопросы есть по письму? То есть социальный ПИН, как мы его кратко называем, это, скажем, такой ориентир в сроках и видах ТСР, которым должен быть обеспечен ребенок. Да, верно. Так? Некоторые виды ТСР имеют большой срок, 7 лет, 5 лет, 6 лет, поэтому мамочка может подзабыть об этом. И вот данное информационное письмо направляется ежегодно, а кому-то мы можем направить и повторно по желанию. В общем,
для информации каждого родителя. Спасибо. Благодарю за вопрос и ответ. Есть еще вопросы по соцспину. Вы можете свои вопросы и предложения еще в конце тоже сказать, да, вот наравне с социальным навигатором. И сейчас мы дальше приступаем к проекту «Социальный навигатор». О мобильном приложении выступает Ноева Оксана Тимофеевна. Добрый день, уважаемые участники. Так. Видна, да, презентация? Да, видно. Тогда начинаю. Я бы хотела вам рассказать про развитие электронной платформы «Социальный навигатор». Это приложение, мобильное приложение, разработанное Фондом социального страхования. Оно ориентировано на получателей услуг фонда, то есть это могут быть люди с инвалидностью, семьи с детьми, работающие граждане, которые получают пособие в случае временной нетрудоспособности и многие другие. Приложение начало эксплуатацию в прошлом году, это была тестовая эксплуатация. В этом году вышла доработанная новая версия 2.0, которая имеет более современный упрощенный дизайн, достаточно быстрый доступ к популярным функциям, гибкую структуру разделов. Она доступна для телефонов на платформе как iOS, так и Android. На главной странице приложения можно найти важные новости ФСС из последних новостей, получить быстрый доступ к популярным функциям. Это у нас калькуляторы пособий, отслеживание пособий выплат и карта социально значимых объектов. Также в нижней части приложения можно найти расширенное главное меню, из которого перейти в необходимые пункты. Есть личный кабинет получателя услуг, по которому пройдемся более подробно, в котором есть разделы «Профиль пользователя», «Уведомления», «Листки нетрудоспособности», заявки на ТСР, программы реабилитации, санаторно-курортное лечение, пособия и выплаты, обращения в фонд. Но в целом вот этот личный кабинет, он заменяет личный кабинет, в который мы заходим через браузер. То есть информация практически та же самая, но в более удобном виде. И получается под рукой сразу через приложение можно посмотреть, что вам необходимо. В профиле пользователя все данные поступают из ECA портала госуслуг. Авторизация тоже проходит через портал. То есть все личные данные должны у вас соответствовать. В случае несоответствия, как правило, пишут обращение, и при поступлении обращения мы рассматриваем, что не соответствует, и корректируем данные с помощью технической поддержки в том числе. Значит, здесь есть разделы персональная информация, документы, сведения о детях. Следующий подраздел – это уведомления. В данном разделе отображаются уведомления об изменении статусов активных пособий и выплат пользователю. И при нажатии на интересующее уведомление происходит переход в другое окно отслеживания информации. То есть, если, допустим, были поданы документы на получение пособия по временной нетрудоспособности, по больничному или по уходу за ребенком, то все статусы рассмотрения, они будут здесь отслеживаться, когда к нам поступили документы, когда был произведен платеж и прочее. Следующий раздел – листки нетрудоспособности. В этом разделе можно увидеть ваши больничные листы, но только которые выданы были в электронном виде. То есть то, что врач написал на бумаге, оно сюда не попадет. При нажатии на этот раздел «Листки нетрудоспособности» будет подробная информация по больничному, какой врач его выписал, на какой период был выдан больничный, когда закрыт или продолжен.
Так, следующий раздел, который вас может заинтересовать, это заявки на ТСР. В данном разделе размещены сведения по программам реабилитации, которые содержатся в базе нашего фонда. Также по заявкам на обеспечение ТСР и услуг по реабилитации или на компенсацию за приобретенный ТСР в случае, если было подано соответствующее заявление. И при нажатии на кнопку пользователь переходит на сайт личного кабинета получателя услуг, где доступна информация по обеспечению ТСР. Также есть раздел «Индивидуальные программы реабилитации». В разделе размещены кнопки перехода к сведениям по ИПРА, ПРП, заключением врачебной комиссии. Также здесь можно увидеть сроки действия ИПРА, какое МС выдано и что было прописано в данной ИПРА по видам тех средств реабилитации и другие сведения. Раздел «Санаторно-курортное лечение». Здесь можно увидеть также ваши заявки на получение путевок на санаторно-курортное лечение. Сразу говорю, что очередь здесь видна не будет, поскольку информация, она формируется в общем по всей России, а очередь, она формируется в разрезе регионального отделения, каждого региона отдельно. Поэтому в общем виде оно пока здесь не может быть реализовано. Раздел «Пособия и выплаты». Отслеживание информации, вот то, что я говорила по уведомлениям, здесь переходит в этот же раздел. Если у вас был больничный, то здесь будет тоже подробная информация, когда в фонд поступили данные и каким образом они были рассмотрены. История рассмотрения здесь полностью подробно доступна. Также есть раздел обращения в фонд в случае каких-то вопросов и необходимости обращения. Можно направить официальное обращение в территориальный орган фонда. Для этого обязательно нужно выбрать региональное отделение фонда. В нашем случае выбрать регион Саха-Якутия и тематику запроса определить. Также здесь доступно обращение для получения справки 2 НДФЛ. Если в прошлом году у вас были какие-то пособия и необходимо заполнить, и необходимо получить справку в нашем региональном отделении, то вот через мобильное приложение также можно направить запрос на получение справки. Ну и, соответственно, указать, куда именно вам необходимо получить ответ, либо на электронную почту, либо в личный кабинет пользователя, либо на адрес обычной почты в бумажном виде. Да? Так, по калькуляторам реализованы онлайн-расчеты пособий. Также есть информация по социальным льготам и о порядке получения пособий. То есть по всем нашим услугам можно получить подробную информацию, регламент предоставления услуги. И вот раздел, с которым мы плотно работаем, это геоинформационные сервисы шаговой доступности. Сюда вносятся единые данные по социально значимым объектам, и при внесении этих данных можно будет посмотреть, где находится ближайший социальный объект, как до него добраться, как позвонить, написать. Ну, практически дублирует 2 ГИС. По нашей республике в прошлом году было подписано соглашение главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым о взаимодействии Фонда социального страхования Российской Федерации и Республикой Саха-Якутия по вопросу реализации проекта «Социальный навигатор». Это соглашение нужно было вот именно для того, чтобы заполнить модуль социально значимых объектов. На данный момент наполнение модуля производится. Данные мы получаем от официальных ведомств и, соответственно, тестируем приложение совместно, в том числе с вами, с общественным советом, с участниками общественного совета и прочими пользователями.
Поэтому, если у вас есть замечания какие-то, предложения, просим направлять в наш адрес. Вот на 10 февраля на сегодня, получается, были получены данные от 12 ведомств нашей республики. Это в основном министерства, также фонды. И внесено в модуль было 283 записи на сегодня, но модуль постоянно пополняется. Мы информацию все еще обрабатываем и будем дополнять. На сегодня можно уже протестировать, посмотреть, что там видно. Значит, у нас еще будут дополнены разделы по медицинским организациям, по аптекам, по социально ориентированным некоммерческим организациям, по общественным организациям и по волонтерским организациям. То, что внесено на карту сейчас по Республике Саха-Якутия, по распределению выглядит так. Значит, больше всего у нас пока внесено данных по соцзащите населения, по органам соцзащиты населения, по пунктам МФЦ, Фонда социального страхования, наши структурные подразделения, и по центрам занятости населения. Социальный навигатор, мобильное приложение, оно все еще много планов по его развитию. Так планируется реализация всей функциональности личного кабинета в социальном навигаторе. То есть оно не будет, из приложения не нужно будет переходить в личный кабинет веб-версию, то есть в личный кабинет на сайте. Можно будет все получить в самом приложении. Также будут внедрены новые способы идентификации пользователей. Будут включены все региональные отделения в модуль СЗО и расширен перечень социальных объектов. Может быть, вы слышали, есть мобильный помощник Алиса в Яндекс приложении. Он работает в том числе по услугам Фонда социального страхования. И планируется, что он будет интегрирован также в это приложение. То есть для некоторых категорий инвалидов можно будет это удобно использовать, когда по голосовому вопросу можно будет получить ответ также голосовой. И есть еще планы у Фонда социального страхования по вовлечению волонтеров. Значит, тоже на карте будут отображаться свободные волонтеры, которые смогут сопроводить инвалида до аптеки или поликлиники, могут помочь доставить продукты питания, необходимые вещи, ну и другие виды помощи предоставить. У меня все. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо, Роксана Тимофеевна. Поступают вопросы. Как можно проследить очередь на санаторно-курортное лечение, если эта функция в навигаторе, если это в навигаторе недоступно? Но я вот сейчас сижу и тестирую. Нужно зайти в личный кабинет. Так, да, Роксана Тимофеевна? И уже через личный кабинет связывает с порталом государственных услуг, то есть происходит идентификация личности, и далее уже относит вот по санаторно-курортному лечению, коллеги вот меня через портал госуслуги, да, относит на сайт Фонда социального страхования, и здесь я уже, видимо, могу, да, внести данные по СНИЛСу и посмотреть, скорее всего, очередь. Так, да, Роксана Тимофеевна? Ну, на самом деле в этой части нам пригодилась бы помощь реальных получателей услуг в этой части по обеспечению ТСР, по санаторно-курортному лечению, потому что мы сами вот под своим профилем вот это все протестировать не можем. Да, да. Ага, я вот могу сказать, да, Марина Евгеньевна, я вот тестировала этот социальный навигатор. И, во-первых, когда я вошла в навигатор, с прошлого года мы его тестируем, и какая картина вот вышла, да? Меня направляет на госуслуги,
и я не вижу своего ребенка с инвалидностью. Ага, и Значит, поэтому, нужно, да, значит, да, почему-то не нужно, проявляется там, ага. И, то есть соответственно, и нужно танцпол, и все зайти остальное. на сайт, да, Юлия Игнатьевна, я так полагаю, потому что сама через это прошла, когда получала через пенсионный фонд на ребенка Мгм. вот эти, да, президентские выплаты, нужно Не ответишь. на сайте государственных услуг зайти в свой личный кабинет и еще раз проверить персональные данные и свои, и если внесены ли все полные данные ребенка. Мгм. Вплоть до СНИЛСа, да, дата рождения, все это нужно именно на портале государственных услуг. Ага, ну вроде бы я на госуслугах, ребенок мой зарегистрирован, и в любых услугах он у меня появляется. Ага. А вот А здесь через его нет. никак не появился, и я вот поэтому вопрос тоже отправила экспертам. Хорошо, Ага, да. чтоб Нужно тогда нам Тогда зафиксировать. отдельно, да, разберем этот момент. Да, да, Ага, и и мы сообщим. направим разработчикам именно вот эту тему вопроса. Спасибо большое, Юлия Игнатьевна. Да. Мгм. А так, программа, конечно, очень удобна, ага, через мобильное приложение, но как-то надо там, например, мы не пользуемся же ТСР, и вот эти функции, например, нам не нужны, да, какие-то, ага, можно ли как-то вот так ограничивать, и в основном там очень много информационного характера, нужно же нам практически, сколько начислилось, сколько получили, может быть, да, вот. А то постоянно в группах спрашивают родители, а пособие у нас какое, а сколько мы ЖКУ должны получить за этот месяц, а какое пособие на инвалида. Все время вот такие вопросы спрашивают. Ага, как-то вот, чтобы это появлялось, да, у родителя в своем социальном навигаторе. Тогда, наверное, вот эта функция приложения была бы очень полезная. Да? Ага. Ну, Ну, так, в такие этом пожелания. приложении, поскольку оно разработано Фондом социального страхования, отражаются именно услуги, которые предоставляются Фондом социального страхования. Услуги, которые предоставляются органами соцзащиты, они здесь не могут быть отображены. То есть вот все эти виды услуг, которые предоставляются именно соцзащитой, а не ФСС, они здесь не будут. Ага, В этом тогда у плане, Санфор только. да, и И Санфур, и еще вот такой ТСР. вопрос. Очень часто родители ездят на операцию, на лечение в центральные города. И можно ли как-то вот этот прослеживать талон в номер 2, когда уже можно получить направление с фонда социального страхования, чтобы не звонить, например, да, каждый раз и не ждать звонка. В социальном навигаторе это появляется, что уже можем подойти, забрать направление и приобрести билеты на лечение. Ага. Вы поняли, да, Или меня вопрос? СМС-сообщение, да, чтобы приходило уведомление, что можно подойти за документами. Да, ага. Да, отличное предложение, поэтому нужно его зафиксировать, Учтем, да. коллеги. Да, Роксана Мгм. Тимофеевна или Заяновна, чтобы мы уже с разработчиками предложения. Ага. И с какого числа, например, уже доступны вот эти направления? А то вот родители не знают и оформляются по квотам, да, в январе, например, а когда еще доступа нету к проездам, да? Ага, вот чтобы они это учитывали. Мгм. Хорошо, спасибо за предложение. Ага, спасибо большое. У меня можно, да, вопрос? Ага, вы говорили, да, в основном какие-то замечания поступают. Я хотела узнать именно, ну, в основном, да, не частичные, а в основном какие замечания уже поступили. Да, в И основном уже вот замечания. устранены ли? Поскольку разрабатывает центральный аппарат предложения и дорабатывает, соответственно, да, мы свои предложения им направляем. Они, конечно, учитываются и дорабатываются по мере возможности. Но в основном у нас замечания были на быстродействие работы. Допустим, вот когда в карту заходишь, там немножко подвисает. И также вот по удобности отображения для слабовидящих были замечания. Такого А в плана, да. основном нет. Хорошо, спасибо. Оксана Тимофеевна, сейчас вот я слушаю, да, коллеги уважаемые вносят предложения, и
Я думаю, надо посмотреть и задать вопрос о возможности размещения информации вот в новостных лентах, которые идет на первой странице социального По навигатора, обновлению, да? той информации, которая касается именно нашего региона. Да, уважаемые коллеги, я думаю, что это более было бы правильно и актуально. Да, 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 да. Да, хорошо, я Мгм. записала себе. Ну и также должна отметить, что вот недавно нами был подан список на включение в телеграм-канал, куда мы внесли участников также от общественных организаций. Этот телеграм-канал будет в скором времени включен в работу, и, соответственно, у некоторых из вас появится этот канал, где можно будет задать сразу вопросы разработчикам. Мгм. Мгм. Тогда вот надо как-то, наверное, не знаю, в госуслугах, чтобы родители как-то правильно оформили ребенка с инвалидностью, или как вот, например, чтобы, Инструкцию какую-то нужно, да, получается? ага, чтобы перепроверили на госуслугах, ага, насколько правильно они закрепили ребенка с инвалидностью. Ага. Хорошо, это я себе тоже записала. Коллеги, я озвучу вопросы, да, потому что, может быть, еще у кого-то возникли. Здравствуйте, можно номер, пожалуйста, продиктовать, чтобы проконсультироваться и узнать, когда мы можем использовать ТСР по ИПРА. У нас работает специалист Анна Игоревна, которая осуществляет разработку социального ПИНа, то есть персонального информационного навигатора в части получения ТСР. Телефон 315-872, Анна Игоревна. 315-872. Ну, следует сказать, что социальный навигатор, как мобильное приложение, оно всегда доступно также для тестирования, и все предложения просим направлять в письменном виде. Роксана Тимофеевна, как удобно? На вашу электронную почту? Людмила Борисовна же вроде бы курировала, да, с отдела Да, соцпрограмм. да. Через нее ко мне Хорошо. попадает, да. Да. И тогда всем активным пользователям и неактивным, которые только подключаются, да, к тестированию приложения мобильного социальный навигатор, просим также указывать и нас информировать о своих предложениях через нашего секретаря общественного совета. У нас вся информация. Спасибо, коллеги. Если есть еще вопросы, конечно, мы готовы их выслушать и ответить по возможности. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Можно, пожалуйста, спросить? А вот больничные листы будут там видны в этом приложении вот с того момента, как приложение разработалось, или прошлогодний тоже можно будет увидеть? Нет, все электронные Спасибо. больничные листы будут видны, должны быть видны, которые выданы именно на ваш СНИЛС. Угу. Спасибо. Дорогие участники, есть ли Ага. еще вопросы? Да, вот по больничным листам в госуслугах вся информация приходит, когда был открыт и когда был закрыт. Ага, больничный лист, если Да. он электронный. Да, очень, очень, Ну, очень здорово. Ага. там информация сжатая, как бы просто уведомление, да, приходит в госуслугах, а именно в приложении вы можете более подробно посмотреть практически всю всё. информацию по больничному листу и по пособиям. Ну, Мгм. как бы для общего развития тоже интересно это увидеть. Мгм. Мгм. Ага, спасибо. Если еще вопросы? Тут был вопрос по как найти социальный навигатор, да? У нас в Play Market и на базе iPhone тоже есть. Да, социальный навигатор ФСС пишите. Тоже от
себя тоже хочу сказать от нашего общественного совета, то, что это наше первое мероприятие общественного совета, получается, которое создан при Фонде социального страхования. И спасибо родителям, общественным организациям, которые приняли сегодня активное участие. Вы можете непосредственно обратиться вот к нам с вашими предложениями по доработке работы между родителями и фондом социальным страхованием, да, и мы, конечно, ваши предложения донесем до нужного места, да, и очень рады, что сегодня у нас получилась такая открытая беседа, и у нас еще поступил один вопрос, Марина Евгеньевна. Да, Наталья Степановна, пожалуйста, на вопрос. В основном идут вопросы от родителей, детей, подростков, молодежи, незрячих, слабовидящих, Сердыккемюске, светлый защитник, Котельникова Оксана Алексеевна, да, я так понимаю, что это председатель, да, это общество по курортному лечению. Есть не так много по России, я имею в виду, скорее всего, имейте в виду, что не выдаются путевки по России. Какие есть еще санаторно-курортные организации, где могут пройти? Наталья Степановна. По поводу санаторно-курортного лечения незрячих и слабовидящих у нас в этом году заключился контракт с белыми ночами Краснодарского края. То есть они в данное время по профилю заболевания данному проводят лечение, санаторно-курортное лечение. Ага. А с нарушением слуха, с каким тогда вот санкурортным у вас заключен контракт? Можно тоже тогда узнать, если есть такой доступ? И предлагается создать вообще круглый стол, провести по санаторно-курортному лечению, чтобы разъяснение дать родителям после круглого стола. А то много вопросов поступает. Вы можете записать мой телефон 315-873 по поводу санаторно-курортных послуг. Я вас проконсультирую уже после уточнения информации. Хорошо? Ага, хорошо, спасибо. Ага, очень. Я предлагаю тогда в рамках заседания общественного совета провести наше заседание и одним из вопросов тогда уже рассмотреть санаторно-курортное лечение в 2021 году. Да, да, очень здорово было бы, ага. Всех очень волнует этот вопрос. Хорошо. И следующий вопрос. Могут ли в полной мере незрячие подростки и молодежь пользоваться этими приложениями? В полной мере, ну, нужно попробовать, не могу сказать, потому что по помощнику Алисе, то, что я озвучивала, это пока только в планах, оно еще не реализовано. Но слабовидящие, если настроите, у них же на телефонах настройка шрифтов производится под себя, да, возможно, они смогут прочитать то, что там написано. Хорошо, спасибо. Ага, еще вопросы? Можно, пожалуйста, еще раз вопрос? Воспользуюсь случаем, да, и спрошу вот как раз-таки насчет санаторно-курортного лечения. Вот такой вопрос меня волнует уже давно. Вот правда ли, что путевки на санаторно-курортное лечение идут от вас отдельно, от соцстраха и от Минздрава отдельно? Говорят, что в Минздраве посылает в Калугу, там Сосновый Бор, в Калугу и еще куда-то, не помню, а с соцстраха посылают в Анапу. Это правда или же это все как-то вместе это все работает? Спасибо. Да, есть такое, что у нас путевки выделяются Министерством здравоохранения по квоте.
И в основном у них путевки по болезни неврологии. И они отправляют до Калуга, Калининград и так далее. По нашим санаториям мы заключаем государственные контракты по торгам. И какие санатории по нашим профилям выйдут, с теми санаториями и работаем по профильным заболеваниям. Я дополню, Наталью Степановну. Значит, это совершенно разные, во-первых, источники бюджета. Фонд социального страхования осуществляет закупку путевок на санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюджета. То есть трансфертом нам передаются из Министерства финансов федеральные денежные средства. У Минздрава республики это средства субъекта, и это совершенно отдельная статья расходов, и они никак не пересекаются. То есть Минздрав по направлению, опять-таки, врача решается это все врачебной комиссией, и уже через Минздрав получают путевки от Минздрава. А путевки от Фонда социального страхования осуществляются на основании справки 070У, в которой прописывается заболевание и сопутствующие заболевания. На основании уже заболевания формируются технические задания на то или иное курортное место, да, санаторно-курортное учреждение. Происходят торги, и в соответствии с 44-м федеральным законом заключается государственный контракт с победителем. Если по нозологии положено для ребенка органы дыхания, то, конечно, мы стараемся... У нас, Наталья Степановна, позапрошлый год органы дыхания были на Краснодарский край. Да, органы дыхания, неврология. Ставропольский край у нас слух, зрение. Ну, то есть мы стараемся детишек вывозить за пределы. У нас в пределах республики дети не оздоравливаются. Потому что нет у нас специализированных определенных санаторно-курортных учреждений по лечению детей. Здравствуйте, можно вопрос? Спасибо большое, наконец-то понятно стало. Извините, пожалуйста, можно сразу уточниться? А вот если, получается, путевка предоставляется Министерством здравоохранения, а ФСС берет на себя какие-то обязательства по проезду? Нет. По оплате нет, проезда? Нет. Проезд через Фонд социального страхования осуществляется вместе с выданной путевкой. Отдельно проезд не выдается. Угу. Благодарю. Можно еще? Ага, я вот недавно заявление подала на санкурорт. У меня 4 детей, 3 инвалиды получается. У нас основное заболевание по зрению, старший вот по слуху. И направление, вот справки нам выдали по зрению тоже. И сопутствующие диагнозы они поставили. Допустим, если миопия, то они поставили сопутствующую амблиопию. А можно будет поменять, если, чтобы врач прописал, допустим, у нас подвывихи есть, там, ну, разные диагнозы еще стоят сопутствующие. Можно будет эти справки поменять? Хотелось бы узнать. Да, справки выдает лечащий врач по рекомендации именно по профилю заболевания, то есть основному и сопутствующему. Ага, но сопутствующие у нас просто прописали тоже зрение. А можно же эту справку, допустим, если я новые возьму, то поменять? Да, можете. Можно? Можете. Хорошо, ага, спасибо большое. Коллеги, очень много вопросов поступает. Так, по поводу возмещения по реабилитации и лечению ребенка-инвалида. Возмещение реабилитации не осуществляется. Нужно смотреть в ИПРА, кто закреплен на исполнение.
Если лечащий врач направляет на реабилитацию, то это точно не за счет средств фонда социального страхования, я имею в виду не за счет средств федерального бюджета, не через фонд социального страхования. Можно спросить у моего ребенка по зрению инвалидности, по состоянию постоянно сами покупаем очки, как-нибудь возмещение есть. Значит, федеральный перечень по обеспечению техническими средствами реабилитации, очки у нас не вписаны в перечень. Поэтому обеспечение и возмещение компенсации за приобретение, к сожалению, нет. Можно обратиться в органы соцзащиты, если вы постоянно покупаете, и именно это очки очень дорогостоящие, то Министерство труда может рассмотреть вопрос по дополнительному перечню. Так, да, Наталья Степановна? Но они рассматривают дополнительно, утверждают ежегодно дополнительный перечень. Ну, если обратитесь, может быть, если они посчитают нужным внести в этот дополнительный перечень за счет средств субъекта уже. Возмещения по путевкам на Санкур тоже нет, только в натуральном виде, то есть предоставление путевки и проезд. Проезд тоже не компенсируется. Проезд компенсируется только при протезировании, если самостоятельно человек, гражданин, осуществил проезд к месту протезирования и обратно, тогда компенсируется это проезд. В других случаях нет компенсации. Мы подумаем, внесем дополнительное предложение, можно номер кому направить. Итак, есть вопросы по лекарственному обеспечению, как обстоят дела на сегодня, как в приложении можно будет воспользоваться. Вопросы лекарственного обеспечения относятся к ведению Министерства здравоохранения, не к фонду социального страхования, поэтому на этот вопрос мы не можем и не компетентны отвечать. В приложении по лекарству, поскольку фонд социального страхования не осуществляет лекарственное обеспечение, поэтому и нет данной информации в социальном навигаторе. Вы уже работаете в штатном режиме? Конференции. Ну вот очки, да, понятно, что в управлении соцзащиты отказали, но, к сожалению... Да, скорее всего, можно попросить материальную помощь. По аутизму Санкур лечение положено, Наталья Степановна? Аутичные дети с аутизмом. Ну, санаторно-курортное лечение положено детям, если лечащий врач выдает справку 0,70 по профилю заболевания. То есть аутизм – это, скорее всего, неврология, то есть это нужно спросить у лечащего врача. Еще вы прописаны, рекомендуем. Нет. Тоже отказывался, типа относиться к моему мужу. Это соцзащита. Это на вопрос. Врачкам пишет. Яна Мирославовна, у нас все. Ага, хорошо, благодарим, Марина Евгеньевна. Благодарим специалистов Фонда социального страхования за ваши ответы, за то, что презентовали родителям данные проекты. Надеюсь, все получили интересную информацию, которая будет полезна им. И всех благодарим за участие. Запись будет сохранена и выставим на канале YouTube. Хорошо? Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания.